Гляди, якую любовь нам дал Отец Небесный наш. Как мы детьми Яковлеви, как могли мы детьми Яковлеvi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z wami. Витаю, дети, вас в этом белом религии. Уже наступный раз, уже так привыкнете ходить в этих белых сукенках, строях, альбах и так далее, что вам так сподобается, это добре. Як ksiądz Aleksander говорил, тут места в этом хватает, можем всех принять в этой пригожей строе, какими вы одетые сегодня. Нехай ваша душа сама будет такой чистой, как показывает это ваша прихожость. Эту святую мшу sprawują w intencjach всіх до Ісуса Милосердного, які були прочитані. Ksiądz Aleksander mówi, że intencje Bogowiadomość i prosił za wszystkie nasze grzechy, aby mogli godno skłaść tę najświętszą ofiarę. Spowiadamy się Bogu Всемогутному i Wam, braty i siostry, що zgraszył wiarni, duмкою słowa, uszczynkam i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielka wina, Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Pannu Maryju, всех ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся. Молимся. Boże, wraz z воскрешения Христа, Ty вернул нам życie wieczne. Uznieси nasze serce do zbawcy i siedzieć po Twojej prawicy. A kiedy On znowu przyjdzie w chwale, a dary niesmiertnością tych, kogo Ty odrodził w świętym Chrzcie, przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny. Amen. Читание книги Деяний апостолов. Когда Павел был у Коринфян, Пан ночью у объявления сказал Павлу: «Не бойся, але кажи и не молчи, потому что я с тобою, и никто не отважится сходить тебе зло. Был великий народ в этом городе, и пробыл год и 6 месяцев, научающий их Слову Божьему. Когда Клавдион был консулом Лохаи, юдеи
однодушно повстали супраць Павла, прывялі яго ў суд. Кажуць, ён намаўляў людзей шанаваць Бога нязгодна з законам. Калі Павел хацеў адкрыць вусты, але ён сказаў юдэям: «Юдэі, калі б размова ішла пра нейкую крыўду ці несправядлівую чыну, я б выслухаў вас. Але калі спрэчка ідзе пра слова і пра імёны і пра ваш закон, то разглядайце самі. Я не хочу быць суддёй у гэтым справах». І выгнаў іх з суда. Схапіўшы кіраўнікі сінагогі са сцэна, усе білі яго перад судом. А Галіён не было да гэтага ніякай справы. Павел ж быў там яшчэ даволі шмат дзён, і, развітаўшыся з братамі, паплыў у Сірыю, а з ім Прысцыла і Аквіла. У Кінфа ён абстриг сабе голову, бо дав таке обіцяння. Це слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Бог владар усьої землі. Бог владар усьої землі. Всі народи, пляскайте в долоні, радостним голосом ускликайте Богу, бо грозный Пан найвышейший, великий владар над усей землей. Бог владар усей земли. И Он покорил нам народы, и племена кинул под наши ноги. И Он выбрал нам спадщину нашу, величь Якуба, якого Он любит. Бог владар усей земли. Узнесся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках трубы. Спевайте Богу, спевайте, спевайте нашему владару, спевайте. Бог владар усей земли. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Христос повинен был терпеть и воскреснуть с мертвых, как увести в свою славу. Аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Богу Иоанна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Сапраўды кажу вам, вы будете плакать и голосить, а свет будет радоваться. Вы будете смутковать, але смуток ваш заменится в радость. Жанчына, калі нараджае, смуткуе, што прыйшла яе гадзіна, калі ж народзіць дзіцё, ужо не памятае з радасці пра боль, што чалавек нарадзіўся на свет. Так і вы цяпер смуткуеце, але я зноў убачу вас, і ўзрадуецца сэрца вашае, і радасці вашай ніхто не адбярэ ў вас.
и в той день вы ни про что не будете у меня пытаться. Это слово Пана. Сідайте. Спасибо. Завжди на наших зустрічах у Білому тижню одно споткання присвячаємо ось этому гостю. Хто ви такі? Ангел. Його зовут Михаил. Яких ви ще знаєте ангела з іменами? Все. Я тот самый знамя такие, который с Марией разговаривал. Я нет. Я тоже маю похожего на ангела. А у вас тоже зовут? Хранителя. Якого вы знаете еще Архангела? Не, Михаил. И есть еще такие, который размовлял, звестовал Панне Марии, что зачне дитя народить. Это Габриэль. О, Габриэль. Есть Габриэль. И есть еще один из архангелов меньше знаных, але называют его там, кто-то Александр уже кричит, Рафал. Что означает имя Михала? Кто, коли не Бог? Что означает имя Габриэля? Бог моя моц. А что означает имя Рафала? Бог является святым. Вот такие имена, которые имеют разные ознаки. Але не будем говорить про архангела всех, поговорим только про одного, возле этого гостя. В году 490 у Италии, в Сипонте, отбылись первые объявления святого архангела Михаила. Чи кто из вас бачил хоть раз своего ангела, охотника, або ангела-хранителя другого, кого-нибудь? Нет. Так вот, ангелы это духи, вы ведаете добре, так? Про это учились. Але духи так само имеют право прибрать тело, могут объявиться в разных постатях. Про это говорить так само не будем. Михаил Архангел объявился у постати такой, якой мы тут его бачили. У такой постати с мечом в руках, с короной на голове, с цепочкой. Але зараз поговорим про все это. Первая это корона. Корона это не такая незвычайная. Вот эта корона, она не королевская. Кто бачил королевскую корону? По линии мужской короны короли имеют короны открытые. А тут корона закрытая. Закрытая. Корона закрытую имеют не короли, а не королевы. Королевы так само могут быть. Принц. Он является князь. Вот это слово не хватало, так? Князь. Михаил Архангел является князем. Czyli служить кому? Королю, так? А кто является королем? Иисус Христос Бог. Добрые отказы, вельми добра. И эта корона показывает, что святый Архангел Михаил не является Богом, а он является тем, кто служит Пану Богу. Чому? Бо коли подойдем сюда ближе, потом подойдете и поглядите, Михаил Архангел не стоит в постати, что я подойду с головой в гору, а он похиленный трохи вниз. Чому? По своей особою, самим собой, не хочет прикрыть наиприхожейший бляск Божий. И хочет показать только своей поставе, что Бог является кимсь важным, вельми важным. Наступная речь, что еще эта фигура моего насадить как? Что? Крылья. Крылья что означают? Правильно. Что Михаил Архангел является так само анёлом, бо мы анёлов малюем с крыльями. Что еще має цікавого? Меч. Меч має сапраўды. А этим мечем ён поборол кого? Дьявола, сатану. Коли отбылася великая борьба на небе, в Апокалипсе читаем, и отбылася великая борьба на небе. Михаил и его анёлы мелися сражиться в войне с Локом, то есть с дьяволом. И дьявол проиграл.
i był skinuty, czytałem w Apokalipsie to Jana, 1/3 aniołów skinięte była z Carstwa Niebieskiego na podziemne отхлани, czyli u piekła. I сегодня они там есть и ходят туда, по свете, и пробуют нас, что оторвать от соправной любови Божией. Оторвать от соправной любови Божией. Чего это место является у Михаила Архангела? Покорой. Человек, который покорный, человек, который, конечно, не потребует, умеет уклонить на колени и обратить на Бога, человек, который ведает, что может сам заявить, а не попросить допомоги когось, хтось допомог, яка справа або праця, яку була вчасно зроблена, це з'являється покора. Михаил Архангел сказал, кто коли Бог? И этим самым поставил Бога на первое место. На первое место. В этом месте является покора, якою ее победил переодолел Люцифера, дьявола, который сбунтовал анgelов против Пана Бога. А видите, на чем этот бунт мог его опираться? На том, что Люцифер хотел быть выше, чем Бог. Выше, чем Бог. А не думаю, что в этого не вышло. Наступная речь, что еще цікаво має? Что? Браслет. Это браслет, туда как так званая тушка орол. Коли ближе подойдете, потом поглянется тушка орол. Коли отбывалась пилигримка Лавренция с людом на гору, где объявился святый Михаил Архангел и приготовил там алтарь для святой мши, в этот день была великая спекота. Было больше 40 градусов температура. И люди, когда шли, начали падать. Бо жара была. И Бог послал раз заступницы святого Архангела Михаила шмат орлов. Так что они своими крыльями летели и утворали тень над этой пилигримкой. Так что никто не мглел, не падал, а каждый дошел туда, там отправили святую мшу и вернулись до своих домов, до своих домов. И поэтому этот браслет означает эту памятку, якая отбылась у пилигримцы в годе 493. Докладная она отбылась. Наступная речь, что еще цікаво? Что это золотая книга? Это ботинки, боты. Да, что Михаил Архангел, когда идет и прожимая Люцифера, не пекло его боюсь нам космолу владеть. Я шучу, конечно. Что еще? Цепочка. Не ружанец, а цепочка. Это цепочка, это ланцуг, на який привязаны туда, кто привязаны? Люцифер. Это показывает, что Михаил Архангел уже поборол Люцифера. И он его уже тримает туда, на ланцугу и не хочет никуда пустить. И когда подойдем ближе, поглядим, что тут есть Люцифер. И он нарисован туда утекавый способ. Утекавый способ, я уже бачу, тут такая ошибка есть, и отличая его от оригиналу. По першому речу, этот дьявол має ногу, удец козла. Удец козла. Что означает нога удец козла? Что грех по своей сутности издалека вельми прихожий. Мы можем, так хочется, и нас искушая, притягивая. А когда мы учим грех, когда кто-то тебя говорит, я так сижу и думаю, а кто-то где проходит, я подставлю ногу кому-нибудь. И зробив грех, подставил ногу. А скутки этого греха могут быть вельми тяжкие, потому что кто-то может идти, кому я ногу поставил, он может упасть, добро упасть, а может себе нос сломать, может себе руку сломать. И уже бачим тогда, что наша покуса, какая была, как этому ногу подставить, это великий грех наносит великую шкоду ближнему человеку. Грех издалека выдается приемлемым, а когда мы уйомимся тем, то мы, так как будет козла, казать, неприемлемым для них. Так само только артист хотел в этой фигуре показать это. Наступная речь, что такая есть хвост. Хвост жмеи. Хвост жмеи. А где была змея? Адама и Ева, так, вот, искусила. Это показывает, что дьявол человека хочет завжди искусить нас. Хочет подать что-то пригожее, как мы это выкнули, как он нас не... Мы его тримали на ланцугу, как он нас тримал на ланцугу. И часами, когда человек часто уже давно не сподобался, не хочет сподобаться, не хочет поступать за сакраментом, то дьявол нас тримает к ланцугу. Нам не хочется идти профессионалу, мы боимся, что мы говорим, мы же грехов не маем, вообще так поступает. Это нас дьявол, это вельми
пригоже обманул так, обкрутил вокруг пальца, что мы верим, что мы добрые, что нам не треба Пана Бога для збавлення, що ми самі себе збавили. Але це не так, це не так. Наступна річ, є тут така рука, на якій є пазури, видите кого? Льва. І це зі Святого Писання. Будьте уважливі, бо ваш противник, дьявол, не вы, лев, который рычит и хочет кого-нибудь разорвать на части. Коли мы отдадимся, alebo коли мы не будем часто приступать до сакраменту покаяния и до сакраменту Святой Коммунии, то может дьявол нас разорвать все эти. Завжди у чоловіку знайти таку дірочку, яку можна розірвати. Бо коли щось все ціле, то нема за що зацепитися. Коли є дірочка, можна за неї зацепити, потягнути и разорвать человека. Так само и дьявол. Дьявол коли бачит, что мы не молимся, не ходим до костела, что мы поступаем дрянно, что мы сдуемся, что мы не слухаемся никого, то он нас притримает такой, хочет нас разорвать на кусочки. Как мы, может, совсем были людьми, которым Пан Бог не потребен. И что еще? И еще тут такое есть лицо этого дьявола, но похожее до лица малпы. А малпа что робить? Повторяє за человеком, повторяє малпує так зване. Дьявол любить за ним повторять, хочет нас искусить, оторвать от наилепшей любови, которая есть Пан Бог, и хочет, как мы были сами себе поверили, что мы можем быть важнейшие, чем Бог, что нам Пан Бог не потребный для нашего избавления. И еще, шмат можно проговорить, еще есть что называется, что одеты святый Архангел Михаил. Это панцирь. Панцирь незвичайний. Панцирь представляє, що Михайло Архангел вписаний до якогось легіону, який в ті времена боровся тільки за справедливість і правду. І який в ті времена, коли ця фігура була учинена, не проіграв ні одної боротьби, а служив чоловіку добро. И поэтому святой Архангел Михаил только вписывает в такие легион. И тут нарисованный такой знак, это не дьявол, когда вы видите на святом Архангеле Михаиле нарисованный, а это как бы символ, так сегодня есть войска танковые, легкие, пехота и так далее, имеют свои разные символы. Я самый тут это святой Архангел Михаил имеет свой символ, для его легионом прописаны. И еще одно плащ, что святой Архангел Михаил является римлянином, бо перекинутый плащ раз левая ранение. Это сколько я хотел сказать. Сегодня на заканчивание Святой Миши открываются такие брелки, а на этих брелках будет визерунок Святого Архангела Михаила, а на другой стороне будет молитва, якую мы отмовляем каждый день после Святой Миши у этой каплицы. И в эту молитву на этом брелку принаймні раз на день прочитайте, просите Святый Архангел Михаил, бережи нас у змаганнях, машинам, как мы выбирали только добро. А у него тоже были крылья золотые и белые? У Архангела Михаила это есть так только представлено, нарисовано для нашего визерунку, что крылья означают, что есть Михаил Архангел. Первой фигуры, которая была выполнена у оригинальной, не было крыльев золотых, были только случайные крылья. Крылья потом позолотили с бегом часу. Когда нашли на золото спонсора. Дякую велике вам. Повстанем. До Иисуса Христа вознесем наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за святий костюл, каб усе його визнавці жили по водлі Духа, отриманого під час святого хресту. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отця, каб Пан Бог одарив його здоров'ям і потребними ласками. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святару, які вдячують у реколекціях і духовних зустрічах, каб яны обновили в себе дух Христового служения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто
хто чує у сабе голас святарскага ці манаскага паклікання, каб яны не расчароўваліся падчас цяжкасцяў і адважна ішлі за Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Моліся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы сведчылі аб дарах воскреслого Христа, радасці і спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о всіх інтенціях і спровається святая шака, а усі співається святая воля Божа. Це просим. Выслухай нас, Пане. За дітей нашої парафії, які перший раз прийняли Пана Єсуса в своє серце у неділю, каб завжди були вірні Йому голосу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Учини, добрий Божа, как ласки, які ми від Тебе отримали, перемінили нас праз Христа, Пана нашого. Аминь. Номер 247. Тобі я дарую, Пане мой, все моє життя, і Тебе покой назавжди. Это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Как я верую, Пане мой, все мое житье, и Тебе я Твой назавжди. Это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу молитву, я Бога и Тебя всемогущего. Нехай Пан Бог прийме отрядцю Твою, на прославление и хвалу имя Своего, а так само нравится нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, прилилась подари Твои, и дай потуленное Твое векое заховали открыванные ласки, и досягнули вечной радости праз Христа Пана нашего. Pan z Wami, uchoru sercy, a dziękuję Panu Bogu naszemu. Naprawdę godna, гэта i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как my zawsze i всюdy Tobie składali podzięku, Panie Święty Ojcze, Всемогутний Wieczny Boże, wraz Chrysta Pana naszego. I On после своего змертвых повстания открыто з'явився перед усіми своими учнями на их очах, узышел на небо, как мы могли удельничать у Его божским житии. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом с усими святыми śpiewają Tobie hymn chwały niespłynna usklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Павла, Госанна на вышиня. Zapravdy Boże, Ty święty, krynica усялякой святости, тому просим Ciebie, освети гэтые дары красою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте з гэтага все, bo гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery udział kielich, znów Tobie podzięku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи:
Вярите и пейте с Его всех, бо в этой крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это czynicie на мою память. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания. Wspominając śmierci z mертвых powstanie Twojego Syna, a kierując na niebanie chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, aby всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опоснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и ее братником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михаилом, с нашими святыми ангелами-охотниками и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христоwi Chryście, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza nadii chwała, razu się wielki i wieczny ja. Называемся детьми Божьими и изъявляемся духовной вдячности, смеливаемся казать «Отче наш», который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, Боже воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Просим Тебя, Пане, слав нас от всякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и прийścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. О Твое благодарство и мост и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoich, supokój покидаю вам, supokój mój даю вам. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a darycie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i waladarysz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Ране Божий, який дареш раді світу, змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Ране Божий, який дареш раді світу, змилуйся, змилуйся,
Будь баранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечерю Божию. Пане, я не варты, как ты прощен меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Номер 252. Милость будет Божия во мне, спевом славлю имя Его. Боюся Бо життя моего, боюся Бо життя моего. Хай милость будет Божия во мне, спевом славлю имя Его. Боюся Бо життя моего, боюся Бо життя моего. Хай милость будет Божия во мне, спевом славлю имя Его. Боюся Бо життя моего, боюся Бо життя моего. Молимся. Боже наш Отче, ховай завсёды Твоей любовью славных Тобой верных, и ученикам откупленные размогу Твоего Сына, и ныне спынно радовались Его хвалебному с мертвых повстанию, яки живее и молодары на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь хлеба шатана и інших злих духов, які на злобу душною спасвіться. помагайся. Господня, Ти нас наняли нам, приложить моці нас народження, успасти нас, дай силу нам, один Твой Сын.
Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, змилуйся над нами. Святая Троица, Ты Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молися за нас. Святая Богородица, молися за нас. Святая Анна над панами, молися за нас. Мати Христова, молися за нас. Мати Костёла, молися за нас. Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, молися за нас. Мати надежды, молися за нас. Мати пречистая, молися за нас. Мати беззаконная, молися за нас. Мати непорочная, молися за нас. Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, молися за нас. Мати наисуровнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, молися за нас. Мати Спасителя, молися за нас. Мати Спасителя, молися за нас. Анна наимудрейшая, молися за нас. Анна Калыгонная, молися за нас. Анна Просвободная, молися за нас. Анна Могутная, молися за нас. Анна ласковая, молися за нас. Анна военная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Царица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Рожа мистичная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа свободой, молися за нас. Золотые ноги, молися за нас. Ковчег за победу, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притула грешных, молися за нас. Порог
руками правда, молися за нас. Суджашальниця нас Божави, молися за нас. Тут спамова християна, молися за нас. Королева Майова, молися за нас. Королева Матриарха, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева вероиздавцев, молися за нас. Королева правдов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху беззаконного зачатая, молися за нас. Королева небом взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Баранку Божий, Я тебе Господи, сверху, даруй нам память, Баранку Божий, я кидаешь на святой крови свету. Выслухай нас, Пане, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, я тебе на святой крови свету. Zmiłuj nad nami, zmiłuj nad nami. Молися за нас, Святая Богородица. Касайся вымогли, касаем Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слугам Твоим тешиться привалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наичетейшей за все припадковой Марии, во глазку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью, праз Христа Бога нашего. Аминь. Твое новородие отдаемся. Святая Богородица, наши проблемы, не помогай молитве нашей, и от всякой злой природы, выбавляй нас от шкоды. Панна хвалебная и благословенная, о Мать наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, сыну своему нас закатай, сыну своему нас обучай, сыну своему нас захвалай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здарилася, как покинула того, кто до Тебе утекая. Тебе на допомогу крича, Твое опеки просить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна над паннами и Мати наша икнуся. До Тебе прихожу, перед Тобою грешный плачу стою. О Мати слова, не погрожай словами моими, али почуй их ласково и выслухай. Аминь. Навенно перед урочистостью спаслания Духа Святого день. Pierwszy. Panie Jezu Chryste, u dzień niebożeństwa Ty zakazał swoim apostolom nie wychodzić z Jeruzalem, ale czekać obiecania Ojca. Ty kazał im, Jan chrzcił водою, вы будете охрещены в праздниках идет Духом Святым. Примите моc Духа Святого, який на вас зайде, и будьте моими свидками
аж до краю землі. А прикладі апостолів, які з Марією, твоєю матір'ю, іншими учнями твоїми 9 днів однодушно тривали на молитві, так само і ми хочемо подрихтуватися про супольну молитву до прийстя Духа Святого. Тому просим Тебе, спошли нам Твоего Духа, Пане Єзу, Ты правда, мудрость и отрустование Отца, спошли Твое світло і правду, как мы завсёды словом и чином свідчили про Тебе перед усіми людьми. Будем отказывать, спошли нам Своего Духа, спошли нам Своего Духа. Пане Єзу, Ты узышел до Отца, спошли нам обетованного Утешителя, как мы отримали моц с неба. Спошли нам Своего Духа. Пане Єзу, учини, как нас вел Дух Божий, и мы завсёды наступали, поступали, як Божие дети. Спошли нам Своего Духа. Спошли на нас Духа Святого, как мы вызнавали перед людьми, что Ты наш Владар и Пан. Спошли нам Своего Духа. Просим Тебе, Боже, нехай Дух Святый запалить у нас Твой огонь, який наш Пан Єсус Христос спаслав на землю, жадаючи, как Он моцно разгорелся, який с Тобою живе и владарит на веки вечные. Аминь. Святый Боже, святый Господи, святый несравненный, zmiłujcie nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmienny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmienny, zmiłuj się nad nami. Od pożaru głodu wojny i zarazy, broni nas Boże. Od gwałtownej i niespodziewanej śmierci, ścieraży nas Boże. Miej grzesznia, Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże, tajemnicu sakramenta, błogosławiaj nas przyjaciele, praznictwo całego, pożądamy Zapomnij, что нам розум не тумачить, святу веры принесе, Богу вечному Богородицы, благословенный и хвала, и Отцу и Сыну Отца, Отцу вечного Христа, душа и Богородиц, да Отцу вечного святого. Аминь. Молимся. Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ты откупил всех людей. Заховай нас правду Твоей милосердности, как мы неизменно знатную таємницю нашего избавления удостоились отрывать ее праз Христа Пана нашего. Аминь.
сакраменте, славлю Бога, Божьей молодцы, огненные наши